Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. В эти дни в рамках проекта «Мы вместе» объединяются волонтеры для оказания помощи медикам и маломобильным гражданам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поговорим сегодня о том, как работает волонтерский штаб в Мирнинском районе. На связи с нами Алексей Болотин, председатель комитета молодежи администрации Мирнинского района. Алексей Викторович, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как волонтеры Мирнинского района влились в проект «Мы вместе»? У нас как только сразу случилась ситуация, обострение ситуации с новой коронавирусной инфекцией, мы моментально мобилизировались, со всеми поселениями провели совещание, к этому подключились также недропользователи. И в течение нескольких дней при поддержке республиканского штаба сформировали в каждом населенном пункте штабы, которые бы оказывали содействие гражданам маломобильным, ну и лицам старшего возраста. В принципе, где-то в течение 4 дней у нас уже собралось порядка 200 волонтеров, готовых помогать. То есть был проведен инструктаж, выданы бейджики. В течение недели у нас уже была запущена работа с момента, как только первый раз было произнесено волонтерам «Мы вместе». Вот, в принципе, так у нас за прошлом году сформировался это направление этой работы. Вы уже уточнили, что у вас в вашем движении на сегодняшний день находится около 200 волонтеров. Расскажите, пожалуйста, более подробно, чем они занимаются и как они помогают. Да, у нас в первые дни, в момент особенно критичных, большого количества заявок, да, когда доходило иногда до 40 до 50 заявок в день, помогало порядка 200 волонтеров. На данный момент количество заявок немножко снижено, да, уже привито большое количество, и уже сформировались определенные контакты с постоянными, так скажем, людьми, которые пользуются помощью волонтеров. И у нас сейчас порядка 66-70 волонтеров по всем населенным пунктам, которые постоянно проводят эту помощь. Вот. И помощь какая в основном оказывается? Это доставка продуктов, лекарства. Иногда как технические помощь там настраивают, дистанционно оплачивают там какие-то услуги. Вот. Это как бы в основном вот такая вот работа проводится. Это в рамках акции «Мы вместе». Иногда мусор выкидывают. То есть в основном продукты, лекарства. Расскажите, а как вы проводите обучение новичков-волонтеров? И можете ли вы поделиться своим передовым опытом? Обучение у нас проходит таким образом, что волонтер, когда изъявляет желание, мы прикрепляем его к кому-то, да, он первый раз участвует в заявке с другими волонтерами, которые уже более опытные, проходит инструктаж, и ключевым является инструктаж, что нужно вести себя дистанцированно максимально, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Вот. Ну и все, в принципе, включаем в группу. У нас есть группы в каждом населенном пункте, есть общая группа региональная, где мы постоянно обмениваемся информацией, в том числе какими-то проблемами и опытом, если возникают какие-то нюансы. Потому что республика большая, даже наш Мирнинский район, каждый штаб, он имеет какие-то свои особенности, да, потому что где-то население 300 человек, где-то население 15 тысяч, где-то у нас городообразующее предприятие вносит большой вклад, то есть волонтеры именно оттуда. Вот. И вот такие нюансы, мы, в принципе, все это согласовываем с республиканским штабом и проводим работу. Все оказывают поддержку, то есть к кому не обратимся, в принципе, всегда оказывается помощь и поддержка. То есть у нас иногда даже бывают проблемы, там, находим людей, которые в период, когда пандемии не было, не могли решить определенные социальные проблемы. То есть инвалиды, которые не могли встать на учет ввиду каких-то там проблем там, со зрением и еще что-то. Таких людей, получается, мы выявляем, и тоже вот благодаря всеми усилиями служб, которые поддерживают, да, и волонтеров. Мы в течение полугода там одну бабушку мы полностью легализовали, сейчас она пользуется услугами соцработников. Как бы вот много направлений и продолжаем работу в этом же духе. Расскажите, кто оказывает посильную помощь работе волонтеров? Посильную, муниципальные службы все, в принципе, задействованы, да, у нас
Есть такая договоренность, что мы волонтеров, которые привлекаются, мы помогаем транспортом, то есть все администрации оказывают содействие в каждом населенном пункте. Также у нас, если возникают вопросы, связанные с какими-то документами, с оформлением, то есть у нас и паспортный стол помогает, если необходимость есть, и нотариусы, и предприниматели, то есть и иногда мы организовываем продуктовые наборы, да, то есть в принципе, когда есть какая-то потребность, всегда она реализуется, и очень сильно помогает, конечно, республиканский штаб, мы от них получаем там индивидуальной защиты. Первые минуты, первые дни, точнее скажем, когда формировалась эта работа, акционерная компания помогала, аптеки помогали, то есть, ну, все, кто хоть как-то просто имеет к этому отношение, все всегда помогают. А расскажите, с какого времени в вашем районе создано вот это вот самое волонтерское движение? И в какие трудные моменты приходят на помощь волонтеры? При организации спортивных и каких-то вот иных мероприятий наверняка также важна вот эта безвозмездная поддержка помощников. Да, я в молодежной политике с 2008 года, и могу сказать, что название волонтер и там доброволец тогда, может, не так звучало, но всегда была социальная работа, всегда была активность среди молодежи, которые всегда стремились помогать, участвовать в социальной жизни. И я не помню, как бы вообще времени, когда такого не было, да, и поэтому сейчас вот появился новый закон, легализовали название, да, и вот можно как так уже обозначить, что волонтер это кто-то, да, конкретный, там, помогающий и проводящий работу, вот, ну, всегда ответ такой. И помощь, которая оказывается, ну, вот на моей памяти, я сам активный волонтер, мы всегда помогали и бабушкам, и откопать, и воды принести, и дров нарубить. У нас группы созданы, в принципе, в населенных пунктах в WhatsApp, где волонтеры в добровольном, ну, режиме, так вот, кто может когда помочь, там, кто изъявился, да, оказать какую-то помощь, то скидывается информация, что там вот бабушка, например, там снегом засыпала зимой, вот кто может помочь, да, или там кому-то воды надо привезти, кто в частном секторе живет, там, или порубить летом дрова, или выкопать картошку, либо объединяются там убрать береговую линию, то есть содействие оказывают там каким-то предприятиям, которые проявляют какую-то инициативу экологическую. Все направления, в принципе, присутствуют, и помощь всегда оказывается. На крупных мероприятиях, конечно, событийное волонтерство – это, наверное, основное, к чему молодежь, конечно, стремится. У нас все крупные мероприятия никак не могут происходить без участия волонтеров. Вот, если брать допандемийный режим, да, то когда проводились такие мероприятия, как «Мирный по этому мире», республиканский СЭФ, вот на нашей территории, когда проходил, у нас от 60 до 120 волонтеров было задействовано в таких мероприятиях, которые по несколько месяцев помогали, участвовали в подготовке, в проведении мероприятия. И для них это большой опыт. И вот наша задача, наверное, которую мы пытаемся выполнить, да, в этой работе, это чтобы волонтеры во время своей вот помощи не просто отдавали, а тоже получали эмоции, получали общение, получали возможность познакомиться с новыми людьми, вот, и, ну, там в конце, конечно, благодарственные письма. И ни одно мероприятие, спортивные, культмассовые, если вот брать «Мирное по этому мире», там у нас было порядка 70 человек, которые были поделены на группы, и были ответственные лидеры, да, и которые получали огромный опыт там, в организации питания, в организации проживания, ну, в разных направлениях. Я думаю, это серьезный жизненный опыт, и в том числе и для студентов, которые вливаются в эту социальную жизнь, и школьников старших классов, ну и молодых специалистов, которым это интересно и которые готовы познавать мир и новые направления. А опишите средний портрет волонтера вашего района. На какие группы населения вы опираетесь и кто больше всего откликается на призыв о помощи? Ну, больше всего, конечно, на призыв о помощи привлекается молодежь, можно его возрастную категорию назвать лет 25, наверное, да. А так, в принципе, все, мы сейчас не привлекаем только лиц старшего возраста в связи с эпидемиологической ситуацией. Школьники у нас, старшие классы, помогают, там, проходят местные акции, там, связанные с Днем Победы, с какими-то днями, Дня защиты детей мероприятиями. То есть такие городские небольшие мероприятия, которые
где можно волонтеров привлечь, ну, школьников, то есть по мере возможности. К более крупным мероприятиям, конечно, мы привлекаем молодых специалистов, ведем работу с предприятиями. Вот. Ну и сами жители, те, которые более старшего поколения, откликаются, участвуют в работе. То есть я бы не сказал, что можно кого-то выделить прям отдельно. То есть у нас все группы населения, даже школьники и студенты, которым нет 18, вот когда формировалась акция «Мы вместе», активно пытались присоединиться, но есть ограничения. 18+ мы не могли брать, минус, да, и поэтому только старшие волонтеры принимали в этом участие. Но мы также их привлекали, они помогали заполнять документы. Вот, и такую работу мы ведем, стараемся всех, кто желает как-то помочь, вовлечь, и создаем условия. Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, как вы поддерживаете волонтерский дух ваших граждан, отложивших свои дела ради тех, кому требуется помощь прямо сейчас? Ну, в первую очередь, конечно, создание условий. То есть я, как говорил про фестиваль, да, мое понимание про волонтерство: волонтер должен чувствовать не то, что просто он отдает, что как будто опустошение, да, можно даже так назвать. Он должен от волонтерства получать удовольствие. То есть в первую очередь для волонтеров важно что? Это общение, получение какого-то нового опыта, каких-то новых возможностей, новых знакомств. Вот когда продумываем какое-то мероприятие, обязательно предусматриваем то, что волонтер должен проявиться. То есть он должен показать себя, должен сформировать какую-то для себя такую базу, которая доставала ему удовольствие. И тогда, когда следующее мероприятие начинается, вот у нас между крупными мероприятиями бывает всего лишь 1 месяц, да, там в разбеге. И вот когда ты понимаешь, что все, кто был с прошлого мероприятия, полностью пришли в том же составе к тебе на новое мероприятие, то тогда ты своей задачей справился и продолжаешь работать. И с волонтерами нужно просто иметь взаимность, и тогда все будет получаться. Спасибо вам большое, Алексей Викторович, за то, что подключились к нам и так развернуто ответили на все наши вопросы. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью, в рамках которого мы сегодня разговаривали с Алексеем Болотиным, председателем комитета молодежи администрации Мирнинского района. Всего доброго, берегите себя.